Начиная с XVIII века судьба ингушей тесно переплетается с историей российского государства. Но историки отмечают связи древней Ингушетии и Руси еще задолго до заключения исторического соглашения. Кавказ – очень богатая страна. В военно-стратегическом отношении она очень важна для многих государств, которые граничат. Ну и, конечно, климатические условия очень хорошие. Так что Кавказ, он был очень важен. Важное значение в первую очередь для российского государства, для империи, которая видела в лице ингушей и тех людей, и тот народ, положиться на который можно. Мы потом и в своих исследованиях это отмечали еще. И для ингушей было очень выгодно быть в составе российского государства. К тому времени небольшой по численности народ. К тому времени народ, который переживал очень тяжелые события. Ингуши неоднократно изъявляли желание официально закрепить вступление в состав России. И произошло это в марте, в 1770 году, близ населенного пункта Ангушт, при участии авторитетного представительства из 24 старшин ингушского народа. Здесь, в присутствии академика Иоганна Гюльденштедта и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштедт свидетельствует, что там было свыше 800 человек, вот эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что, в принципе, весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. На протяжении последующих веков ингуши принимали активное участие в судьбе российского государства. В ходе войн зарождалось и крепло военное сотрудничество русской императорской армии с нашим народом. И яркий пример – Дикая дивизия. Около 3500 ее всадников были удостоены боевых орденов и медалей. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Герои Великой Отечественной войны. Их тысячи. Мурат Аздоев, Рашидбек Ахриев, Ширвани Костоев, Асият Тутаева – последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев. И до сих пор на стенах Брестской крепости, искореженных, опаленных огнем и снарядами, сохранилась надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». За эти годы народ пережил разные этапы истории. Слава в сражениях, лишение в депортации, восстановление государственности. Речь идет о референдуме 1991 года. Подавляющее большинство, 94%, проголосовало именно за нахождение республики в составе Российской Федерации. Другого не было. Я много изучал документов по этому референдуму, писал и убедился, увидел, что действительно это было тоже продуманное, единственное возможное верное решение. Задача современников – строить и созидать, укреплять нашу республику, нашу великую страну, приумножать их достижения. Ингуши – часть могущественной России, которые верны данной присяге.